Я консультировал их. Они сейчас миллионы зарабатывают. Это правда. В Казахстане у меня очень много из друзей, учеников, которые я лично сам консультировал. Они зарабатывают очень хорошо. Они обгоняли меня, далеко пошли. Потому что мою ошибку мне бросили назад на 5-7 лет. За это 5-7 лет, вы представьте, как столько времени. Это прекрасные молодые годы ушли. Пока я это все нормализовал, они далеко ушли. Но я почему это вам скажу? Старайтесь ни $1 не потерять. Вы должны это осознавать. Анализируйте, берите урок от каждой ошибки. Ошибаться не бойтесь, но не повторите ошибки. Кто из вас заметил, что вообще-то многие ваши ошибки похожи? Вы замечаете? Многие. А знаете, мои ошибки какие были? Большинство из них я легкомысленно относился к юридическим бумагам. И самое главное, эта ошибка у меня повторилась почти на 20 моей организации. Потому что моя привычка такой. Понимаете, да? Вот, я легкомысленно относился к каким-то цифрах. И очень, ну как сказать, привычка человека везде подводит его. Жизнь найдет вашу слабую сторону, потом бьет. Пока ты его не справишь. Вы кому-то доверяете? Одной из моих слабых сторон было, что я всем подряд давал товар, и итоге стал плохим, когда попросил свои деньги. Всем подряд даю, а когда свои собственные деньги прошу, ты плохой. А теперь сидишь, думаешь, как свои деньги снова заработать. Свои собственные деньги. Мне вместо того, что думать, как бы зарабатывать бизнес, теперь сидишь, думаешь, как с ним найти общий язык, чтобы он деньги вернул хотя бы. Теперь сидишь, думаешь, какой юрист нанимать, как до него донести, что надо делать. Ходишь, о нем думаешь, вместо того, что думаешь о бизнесе. У кого из вас бывали такие слабости? Вот это наши ошибки, они бросают нас назад. Зачем своими собственными руками себе создавать новые проблемы? И верите или нет, до сих пор эти ошибки я делаю. Потому что доброту не надо припутать с мягкостью. Я заметил в моем характере мою мягкость. Моя жена мне всегда говорит, твоя мягкость губит тебя. Я говорю, откуда ты это знаешь? Она говорит, я же рядом с тобой живу, вижу. Я сказал, поэтому ты поймала меня? То есть, я хочу сказать, у нас у всех есть слабости. Старайтесь, чтобы, пожалуйста, уменьшить потери. Они не нужны. От ошибки надо уйти. То есть я имею в виду от повторения ошибки. Ошибки будут, ну, что поделаешь, без них никак. Но от них урок, но не повторять. Не бойтесь ошибаться другим странам. Не бойтесь. Идите вперед. А не это учеба, это рост. Но повторять это ненормально будет. 7. Человек сравнивает свои расходы между собой и увеличивает их. Это, знаете, вот такая необычная вещь. Часто, это тоже часто происходит. Если вы один раз ошиблись, 2 раза ошиблись, какой-то странная вещь внутри появляется. Один раз моя жена мне говорит, купите вот это. Что-то она попросила, купите это. Я сказал, ну зачем, это у нас похожего есть дома, зачем? Что-то я уже не помню, что-то она просила, давай купим это. Я сказал, да зачем? Нету необходимости это купить. Ну там было всего 200 или 300 долларов, но я сказал, зачем купить? Просто так. Она говорит, да лучше купить эти деньги, все равно вы кому-то отдадите. Получается, что она это расходы сравнивает, сама по себе сидит, думает, лучше пусть муж купит это, чем где-то потратит. Потом я ее посмотрел, сказал, послушай, я знаю, что твой муж не идеальный. Я это точно знаю. Но нельзя теперь специально потратить деньги только потому, что иногда он ошибается. Вот. Понимаете, да? А у вас тоже такое бывает, что ну, я лучше куплю это, чем все равно что-то где-то потрачу. Я лучше это куплю. То есть якобы это умный расход. Но факт остается, что как денег не было, так и нету. По конечному итогу, как денег не было, так и их нету. Вот факт итога, к чему мы сталкиваемся. Поэтому, вот она. То есть, не сравнивайте расходы между собой. Потому что расходы, когда сравнишь между собой, эта проблема однозначно возникает. Запомните, пожалуйста. Что нам надо делать, чтобы это не было? Когда совершаем расходы, надо исходить из того, что это надо или не надо. Внимание! Что такое надо, не надо? Давайте вот так подходим к этому. Самый лучший подход в жизни, мозг хорошо понимает, когда человек все начинает задавать себе такой вопрос. Надо это или не надо? Надо это или не надо?
Не надо исходить из того, что какой умный расход, какой глупый расход. Надо исходить, вообще это надо или не надо. Не сравнивать расходы между собой. Иногда женщины не любят, когда у них спрашиваешь, тебе это надо? Они говорят, давайте купите это. А вы, мужчине, говорят, а вообще это надо? Они говорят, ну что ты спрашиваешь постоянно? У вас бывает такое? Они говорят, что ты спрашиваешь? Поэтому переучите их, чтобы они начали понимать, это надо, это не надо. Вот это надо, не надо, когда мышление формируется, легче. И в себе тоже сами надо тренировку сделать. Надо это или это не надо? Я могу вам сказать, что такое понятие надо или не надо. Правую руку поднимем, повторим за мной. Делай то, что надо. Иногда порой через не могу. Жизнь становится легкой. Делай то, что легко. Делай то, что хочешь. Жизнь становится сложной. Например, иногда хочется спать, хочется жрать, хочется гулять со всеми подряд. Потому что у одного что-то высокое, что-то больше, что-то меньше. Разве не так? Ну, я правда да, говорю уже. Вот хочется там путешествовать, потратить по магазинам, все деньги потратить и так далее. Поверьте, желание безграничная вещь. Она не имеет отказа. Делай то, что ты хочешь. Это золотая страница. Делай то, что хочешь. Делай то, чтобы легко. Жизнь становится сложной. Делай то, что надо. Иногда, порой даже через не могу. Но жизнь становится легкой. Делай то, что надо. Иногда даже порой через не могу. Жизнь становится легкой. Легко жить. Желания, они не приведут к конечным хорошим жизни. Жизнь, она давным-давно, его инструкция расписана. Давным-давно те вещи, которые в жизни делают человека успешным, они уже выявлены. Мудрецами, наставниками, они выявлены. Просто их надо делать. И самое главное, их делать или их соблюдать сложнее. Мы не хотим. Например, если надо откладывать деньги, надо, значит надо откладывать. Не имеет значения, ты хорошо зарабатываешь, плохо зарабатываешь, мало зарабатываешь, много. Не имеет значения. Хочешь изменить картинку? Хочешь влиять на эту ситуацию? Откладывай деньги. Хочешь, чтобы у тебя здоровье было хорошее? Не имеет значения, ты лентяй, не лентяй, воля есть. Вставай и делай. Согласны? У меня в голове постоянно один вопрос. И этот вопрос много мне крутилось. Знаете, какой вопрос? Кто из вас точно знает, что пить, курить, гулять, долго спать, это все вредно для здоровья? А все это делают, правда? Ну, согласны? Все. А кто из нас точно знает, что заниматься спортом, например, давайте возьмем одну параметр. Заниматься здоровьем, это полезно для здоровья. А кто это постоянно делает? Скорее, мы постоянно делаем наоборот. А это редко делаем, иногда. Согласны? Иногда мы встаем в понедельник, пойдем один день там. До пота тренируемся. Все. На месяц хватит. Например, да? Вы понимаете, о чем? Я иногда сижу долго об этом думаю. Странно. А вы знаете почему? Те вещи, которые испортят твою жизнь, разрушают твое здоровье, мы его делаем. А то, что нам принесет пользу, мы его не делаем. И я пришел к такому пониманию. Что это? Что к этому приводит? Наслаждение. Кайф. Человек подсознательно выбирает то, что дает ему удовольствие. Хоть это вредно, но от этого он кайф получает. Удовольствие получает. Да, подсознательно все равно человек выбирает то, что ему удовольствие дает. Это даже не думая о том, что это мне хорошо или плохо. Он выбирает то, что ему кайф дает, удовольствие дает. Почему успешные люди говорят, что полюбите свою работу или получайте удовольствие от своей работы? Слышали? Почему они это говорят? Потому что они
Вот этот механизм смогли приключать, получать удовольствие от того, что они делают. Поэтому им тянет к этому. Они начинают это делать, они живут с этим. Человек подсознательно всегда выбирает то, что ему удовольствие оказывает. Поэтому нужно в себя воспитать так, чтобы ты со временем начал получать удовольствие от того, что хорошее в жизни. Это здорово, это правда здорово.